Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие события у вас уже на пороге? Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, начнем мы с корня рисунка. В корне рисунка какая-то безоговорочная ваша победа. Вы наверху, а под вашими ногами какие-то грустные люди. Люди, которые не смогли вас победить. Либо люди, которые не смогли добиться своего. То есть выбор пал на вас, и вам предоставлена победа, либо звание победителя. И я еще вижу, что вас будут поздравлять и справа, и слева. То есть и те, кто в вас верил, будут вас поздравлять, и те, кто, например, скептически был настроен к вам, к вашим умениям, к вашим способностям, либо в принципе, да, постоянно вас критиковал. То есть вас поздравляют, а вы сами в шоке, потому что победы этой вы не ждете. Либо эта победа как-то очень легко вам достанется, и это очень-очень приятно. Так, с левой стороны птица, но она почему-то идет пешком. Какое-то письмо, какой-то документ, какое-то сообщение, которое очень сильно задержалось из прошлого, да, она не летит, эта птица, она идет просто очень медленно пешком. То, чего вы уже не ждете, то, на что вы уже не надеетесь, вы получите письмо, документ, какое-то разрешение, не знаю, приглашение, либо чей-то ответ. То есть оно придет. С правой стороны перед вами какой-то человек, как будто бы шапку снимает. Я так понимаю, что к вам кто-то придет с просьбой что-то сказать, объяснить, научить, поделиться своим мастерством, надоумить, посоветовать, да, вот будут с вами консультироваться. И человеку очень важно именно получить вашу консультацию, узнать ваш взгляд, ваши отношения, именно от вас совет получить. Знаете, вам будет очень приятно, очень приятно. Во-первых, вы совет очень классный дадите, а во-вторых, результат будет просто потрясающий. И вы будете рады за этого человека, что у него все получилось, что вы помогли этому человеку, да, вот прям как за себя будете переживать. Так, еще большая троечка вышла. Большая троечка и человек, который над собой держит зонтик. То есть кто-то из ваших, ну, например, знакомых будет вам предлагать какое-то новое знание. Либо знание, либо куда-то обратиться, куда-то сходить, подать, может быть, какие-то документы, заявления. Да, какой-то разговор интересный идет, и вы об этом еще не знаете, либо вы об этом даже не догадываетесь. Человек придет, вам расскажет, объяснит, и вы пойдете, вы обратитесь, может быть, заявление какое-то напишите, просьбу какую-то напишите. И вот именно над вашей головой раскроется этот зонтик. То есть вам дадут, вам предоставят. Я вижу, что вы такой человек, который не любит напрашиваться, не любит там просить. Есть люди, которые в принципе родились вот так с протянутой рукой, и все, что в жизни имеют, это они себе как напросили, наколедовали. А вы нет, вы всего привыкли добиваться сами, как говорится, честным трудом, ни на кого нигде не полагаетесь. А тут, возможно, впервые вы куда-то обратитесь, либо с чем-то обратитесь, и вам дадут. То есть вы раскроете этот зонтик над своей головой. Опять же, по чему-то научению. Вот кто-то вам раскроет эту информацию, вы пойдете, сделаете, и вам сразу как дадут, одобрят. И это будет как вдвойне приятно. Так, здесь у вас такие дороги вышли с правой стороны интересные. Дороги как будто бы туда и обратно, куда-то вы ходите, туда и обратно. Дороги справа, значит, по правому делу. Для вас это приятно, для вас это интересно,
и даже как-то увлекательно. Да? Либо вы чем-то увлечетесь, кто-то спортом начнет заниматься, кто-то там в бассейн пойдет, кто-то в какой-то кружок, там, активностью какой-то займется. Да? Вот прям будет нравиться, вы будете туда ходить, пользу получать. И настроение, да, у вас прям настроение там будет подниматься. Но мне почему-то кажется, что вы где-то найдете либо спорт, либо какой-то коллектив, либо увлечение найдете. И это будет очень для вас хорошо, особенно будет хорошо отражаться на вашем настроении. Так, здесь у меня, кстати, попугай вышел, но он с правой стороны. Возможно, чей-то опыт, который вы примените в жизни, даст хороший результат. Да, обычно вы полагаетесь сами на себя, а тут, может быть, вы что-то будете готовить, да, либо вы посмотрите какое-то видео, там будут что-то интересное рассказывать, либо важное, то, что вы не знали. Потом вы это попробуете в жизни, у вас получится хороший результат, и вы будете очень довольны. Да, то есть по попугаю справа перенятие чужого опыта, причем очень успешное перенятие чужого опыта. Вам во благо, как говорится. Так, еще события. Здесь вы будете к кому-то обращаться. Кому-то вы идете, кому-то вы обращаетесь. При этом вам как-то тревожно, ведь вы человека плохо знаете, либо вы не уверены до конца в результате. Девочки, вы все разные, мужчины, вы все разные. Кто-то будет обращаться к доктору, кто-то будет обращаться, может быть, к какому-нибудь там узкому специалисту, там, будь то юрист, будь то бухгалтер, будь то, ну, я не знаю, кто может быть, стилист, да, парикмахер-стилист. Понимаете, вы идете как к новому человеку, вы не очень уверены, а будет ли хороший результат, а понравится ли вам, насколько человек ответственный, насколько порядочный, профессиональный, да, и хочется, и колется. Но, тем не менее, этот человек вас очень удивит. Человек окажется не просто профессиональным, а вот он живет своим делом, живет. Вы так интересно с этим человеком побеседуете, столько много интересной информации узнаете. Человек вас просто восхитит собой, своим подходом к своему делу. Вот прям будете удивляться, ну надо же так любить свое дело, надо же так болеть своим делом, так хорошо разбираться в своем деле. Просто не человек, а очарование. Вас, кстати, с этим человеком ждет какой-то прекрасный результат. Вот по какому бы вопросу вы ни обратились, результат будет просто потрясающий. Так, следующий момент связан с вашим домом. Ждите гостей, либо ждите, что вас позовут в гости. Причем это как-то все неожиданно будет. Да? Может быть, кто-то напросится к вам в гости, либо люди позвонят, ваши там, знакомые, скажут, а мы рядом, да? Мы к тебе в гости идем. Ну, либо вас будут приглашать, вас будут звать. Причем как-то нужно будет быстро собраться и пойти. Либо быстро приготовиться и принять гостей. Имейте это в виду. Приготовьте наряд заранее. Либо запаситесь провиантом, да, на случай таких вот неожиданных гостей. Так, в принципе, тут ничего плохого нет. Наоборот, это как-то положительно влияет на вас, на вашу жизнь и на ваше настроение, на ваше состояние. Так, еще на пороге человек, который болеет. Человек болеет. И человек мне идет как какой-то заразный. Вы меня простите, да, но с левой стороны человек понимает, что он болеет. Человек, наверное, таки знает, как он и где заразился, и что это действительно какая-то инфекция. Но при этом человек считает возможным ходить, например, без маски. Либо вместо того, чтобы сидеть дома, лечиться, ходить и общаться, встречаться с другими людьми. Человек, который не заботится, да, об окружающих. Старайтесь, мои хорошие, с такими людьми близко не контактировать. Видите, кто-то там сопли пускает, либо кашляет, либо чихает. Сразу отходите от этого человека. Не ведите прям таких разговоров близко друг к другу и не стесняйтесь, делайте замечания. Потому что этот человек, как свинью всем подсовывает. Да? Он знает, что он болеет, он знает, что он заразный, либо она знает, что она заразна, но при этом ведет привычный образ жизни. И все равно, да, что кто-то может заразиться. Особенно если у вас пожилые люди дома, либо постоянно вы контактируете, либо маленькие дети. Да, вот прям поберегите себя, поберегите своих близких.
Не думайте, что человек обидится. Лучше подумайте о том, что вы можете обидеться, да, если этот человек вас заразит или, не дай бог, там дети заболеют. Просто какой-то ужас. Больной. Ну, явно человек больной и еще и плюс заразный. Видите, прямо изо рта у него вот эти микробы вылетают. Ну и еще, кстати, на всякий случай почаще пользуйтесь антисептиком, либо почаще мойте руки, да, при возможности. Так. А у кого-то на работе будут давать то ли деньги, то ли премии, то ли какие-то подарки. Что-то распределяют такое хорошее, ценное. А вы, да, вам будет приятно, но вы не ждете каких-то особых ценных подарков. А вот ваши, например, коллеги прям нервничают, да, все время потом говорят: о боже, что нам дадут, сколько нам дадут. Мои хорошие, вот вам дадут больше, чем другим. Получите больше, чем другие, поймете, что больше, чем другие. Никому не говорите, что вы получили. Здесь вас как-то будут выделять. Да, вот как у нас началась эта картиночка, что вы впереди всех. Здесь тоже об этом говорят. Вас будут выделять. То есть вам дадут больше, чем другим. Ну, потому что вы достойны, потому что вы заслужили. А коллеги ваши, видите, вот похожие на таких ядовитых змей, да, они могут вам в лицо улыбаться, они могут с вами типа дружить, а когда они поймут, что вам дали больше, чем другим, они могут на вас напасть и сказать: фу, за что, зачем, да, давайте разбираться, да почему тебе дали, а то, что вы лучше всех работаете, это никого не волнует. Да, вот такие вот прям жадные до чужого люди. Получили свое, молчите. У кого-то, кстати, может отыграться, что вам на работе дадут чаевые. Либо как благодарные клиенты какой-то подарочек вам дадут. Не говорите про это, не показывайте, молчите. Иначе будут кусать. Ваши же коллеги, те милые, добрые там, женщины, мужчины, да, они же будут на вас нападать и вас кусать. Из-за зависти, из-за обиды. Понимаете, не надо говорить, надо просто помолчать. Там, домой придете, со своими близкими порадуетесь. Так, еще, мои хорошие. Здесь у вашего мужчины, да, мужчина, либо муж, либо сын, может быть, брат, мужчина, который с вами проживает, либо мужчина, с кем вы очень близко общаетесь. У мужчины какая-то прям поездка выходит, причем поездка очень радостная. И быстрая, и радостная, и что-то решится в этой поездке очень благополучно для этого мужчины. Я так понимаю, что этому мужчине вы какие-то советы даете, а он как будто бы, ну, и слушает, и не слушает, да, все равно поступает так, как ему кажется правильным. Здесь с этим мужчиной вы будете либо по телефону говорить, и потом лично, либо и так, да, вы будете обсуждать то, что у него что-то получилось. Вот в поездке что-то получилось, что-то прям прекрасное и радостное. А у кого-то отыграется, что вы даже будете встречать этого мужчину, и прям такая радостная встреча идет. Того, что он молодец, все сделал, и просто прекрасно, что приехал. Так, какой-то человечек вам откроет свое сердце. Но не в плане, что признается в любви, а в плане, ну, не знаю, теплых человеческих отношений, дружбы, привязанности. То есть, может быть, даже довериться в каком-то вопросе. И вам будет очень приятно. Еще один очень важный момент. Дети либо внуки. Вас кто-то очень порадует. Порадует либо своим визитом, либо какими-то действиями, либо какой-то помощью. То есть ждите приятных моментов, ждите радостных событий, связанных с детьми, либо с внуками. У кого-то так, у кого-то по-другому отыграется. Но это будет очень приятно и очень неожиданно для вас. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.